Har bir xo'jabikaning o'z siri, o'z liniyasi. Garmoniyada bo'l. Yoqtiliqqa umtul. Palitra bilan o'yna. Yangilik izla. O'z liniyangni sayla. Traditsiyalarni saqla. Ko'kmara, ishonchli, sifatli, yoqti, turli tusli. Vaqt bilan sinalgan sovut sava. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». Наши кулинарные путешествия продолжаются, и мы уже вторую неделю гостим в Арском районе. Арский район испокон веков славился как центр национальной культуры. Здесь родились известные миру личности, внесшие вклад в развитие литературы, культуры, обычаев народа. Татарские просветители Курсави, Марджани, Культиси, народные татарские писатели Гумер Баширов, Гариф Ахунов, Мухаммад Магдиев. В Арском двухклассном училище с преподаванием ремесел в 1895 году обучался известный всему миру певец Федор Шаляпин. И, конечно же, Арская земля подарила татарскому народу великого поэта Габдуллу Тукая. Дорогие друзья, позвольте вам представить директора музейного комплекса Габдуллы Тукая в деревне Новый Кырлай, Дамир Абдуллин. Дамир, исәмесез? Исәмез болсаң. Комплекс Габдуллы Тукая построен в честь увековечения великого нашего татарского поэта. Здесь жил в приемной семье Сахдыявзы маленький Тукай. Он жил здесь 2 года, до 8 лет. И вот поэтому в Кырлае построен вот такой замечательный комплекс у нас. Впервые экспозиция открылась здесь в 1979 году. Музейный комплекс был построен по проекту Бакыяга Урманшы, великого нашего татарского скульптора, художника. И Бакыяга Урманшы здесь сам жил, сам руководил этим строительством. Сейчас у нас не только экскурсиями и экспозицией традиционной мы вовлекаем людей, но и с 2009 года здесь работает резиденция Кышбабая, Кышбабай резиденция. То есть в Арском районе живет настоящий Дед Мороз. Да, настоящий татарский Дед Мороз. Во 2-м этаже его резиденция находится. И вот с 2009 года когда начинался резиденция Кышбабая, этот проект, посетителей не очень много было. А вот когда мы встречали 2015 год, за 1,5 месяца резиденцию Кышбабай, то есть музейный комплекс, посетили около 5000 человек. А теперь, Руслан, давайте пройдемся в музей и посмотрим наши экспозиции. С удовольствием. Нахамитейс. Руслан, вот мы находимся в 2-этажном здании. Вот обратите внимание на вот эти скульптуры и на вот эту лестницу, которая создана руками Бакыяга Урманшы и его учеников. Здание наше 2-этажное, и здесь у нас представлена экспозиция детскому периоду Тукая, вот этот зал, а потом вот уральский период, вот следующий зал, а потом есть у нас и казанский период. В экспозиции первого зала создан предметный мир детства Тукая, те вещи, которые упоминаются в стихах и воспоминаниях поэта. Во 2-м зале создан уральский период жизни Тукая. Именно здесь увидели свет первые произведения, принесшие ему известность. В этом зале особый интерес у посетителей вызывает типографический печатный станок, где будущий поэт работал простым наборщиком. 3-й зал рассказывает о казанском периоде жизни поэта. Здесь представлены прижизненные издания, такие как поэма «Шурале», газета «Реформа», журналы «Молния», «Зорница», «Сознание» и другие газеты, с которыми сотрудничал Тукай.
Кырла – это гостеприимный и хлебосольный край. Здесь пекут самую вкусную татарскую выпечку. Обратите внимание, это игобадия, брай бәлеші, ышпышмак, вак бәлеш. Одним словом, столы здесь всегда полные. Ну и, конечно, фирменный хлеб этого края. А молочные продукты здесь особенно вкусные. Удержаться невозможно. Сықыланып қараған әрбір көзіге Қойы бідірәшәшін назылы сыйпап Бар дүнияны өзіне жәліп бейті Эх көрәлі қызның бір дегенін Ала қара бар дүния күләші Ой, ненде шибер жоқтыр сеңа теңілер Нұрлы өзің сүйі үләші Эх көрәлі қызның бір дегенін Ала қара бар дүния күләші Ой, ненде шибер жоқтыр сеңа теңілер Нұрлы өзің сүйі үләші Әнә ул килә, күңел сөйенә Сөйіп бағар дейіп үміт итә Білсәң еді шибәр шул қарашың Көпләрнің йөрәгенә сир итә Эх күрәлі қызның бір дегенін Ала қарап бар дүния күләшә Ой, ненде шибәр жоқтыр сеңа теңелер Нұрлы өзің сөйі үләшә Дорогие друзья, напоминаю, что мы сегодня находимся в Арском районе и готовит с нами глава Среднекарсинского сельского поселения Рамзия Вафина. Иссянмесенс, Рамзия апа. Всем привет, Руслан. Большое спасибо, что пришли к нам на программу. Я очень рада встрече с вами. С гордостью нашего Арского района является ручная вышивка тюбетей, кожаные изделия чиккен читеклер. Я с гордостью вручаю вам эту тюбетейку. Рахмет. Тем более вы каждый раз готовите. Когда женщина в платках, мужчина в тюбетейке, оши темны, стели емлі была. Действительно, еда получается очень вкусной. Бигзу Рахмет, большое спасибо за подарки. Рамзия апа, расскажите, пожалуйста, с каким рецептом вы сегодня к нам пожаловали? Сегодня мы будем готовить суган пирога. Пирог С луком. С луком. Ну, название такое, интригующее. То есть это блюдо только женщины, а и мужчины, наоборот, едят? Или женщины тоже? И мужчины, и женщины, потому что много там витаминов. Вот так вот, друзья. Да. Мы И ни разу, тем- кстати, не готовили суган бәліші. Тем более это все это натуральное. А у нас лето, у всех много лука. Давайте, рассказывайте, с чего начинаем. Тесто у нас дрожжевое. Как это тесто дрожжевое, я уж принесла готовое. Заранее приготовили. Заранее приготовила. Сейчас мы будем накладывать вот тесто. Откуда вы взяли рецепт, Рамзия, по вот этого блюда? Если говорить, я уж как 32 года живу со свекровью. В основном научила она мне все это кушать готовить. То есть хотели, не хотели, пришлось научиться. Да. Со да. свекровью живешь, Так. живи по ее правилам. Так как она сейчас пожилая, мне самой всегда придется Так, делать. пожалуйста. А какие блюда вот еще вы со свекровью готовите у себя дома? В основном мы готовим все это блюдо, что у нас дома есть. Пирог с творогом, с луком, с картошками, беренге-перемешлеринде, с мясом. А у вас есть вот в доме печка настоящая, которую раньше наши абиляр-бабайлар готовили? Нет, уже нет. Всё на газу. Все на газу. Так, мы зачем разделили на две части? Это у нас где-то А. на один пирог. Мгм. Это здесь вниз, где-то. И крышечка еще. И еще крышечку надо. Сейчас мы тесто ставим на расстойку. И если пирог получится тогда только вкусный, если это тесто получается мягкий. Вот тогда только Закрываем. закрываем и оставим чуть-чуть на расстойку. А сейчас мы будем готовить начинку. Так, Руслан, давайте я вы как можете на это помогите, пожалуйста. с удовольствием. Сейчас мелко будем резать лук, а я буду это пока через терку пропускать яйцо. Яйца нам тоже понадобятся для начинки. Да. Через крупную терку. Ну, начинаем. Быстро и красиво. Рамзия апа, позвольте, я вас похвалю. У вас большое хозяйство. У вас 11, Аллаха шекер, голов скота, из них 3 коровы только. Это то, что в газетах писали. 50 куриц. Остальное там, правда, не писали. Расскажите, как успеваете вообще? Кішіні іш өтірмей, нәрсе өтіреді бітері татарлар, шының шекерлі ішлеп кіші өлмей, Аллаға шүкір.
На все это хватает время и на работе, и дома. Хозяйство у нас, правда, большое. У меня есть дома муж, есть и сын, есть и внучка. Целое лето у нас провожает. Есть и родные все помогают. Хозяйство большое, каждый раз. Никто без работы не сидит. Нет. Я даже и не люблю, когда я сама работаю. Если кто-нибудь там без работы сидел, это мне совсем бесит. Ну, у вас как красиво получается, Руслан. Турушабыз, стараемся, Рамзия апа. Субханаллах. Рамзия апа, У вас тюбетеегізде так идет и фартук. костюмы вы специально выбирали? И, наверное, да. Конечно, потому что каждый раз смотрим вашу передачу и учимся. Иногда, может, смотрит, вот сегодня такое показали. Айда Приготовим дома, да? приготовим дома. Иногда получается, иногда не получится. Но я думаю, самое главное, чтобы сегодня у нас получилось. Аллах берса. Аллах берса. Рамзия апа, Арский район является одним из лидеров по производству сельскохозяйственной продукции. Расскажите, пожалуйста, что растет на ваших полях? У нас Арский район действительно является самым крупнейшим, занимается сельским хозяйством. У нас выращивают и зерновым, и картошкой, и теперь начали выращивать даже овощи разные, и морковь, и свекло, и лук, всякие. А раньше только выращивали зерновые и только картошку. А всякие у нас есть. Кстати, когда мы ехали в Арск из Казани, мы видели очень много коров, лошадей. Как развивается животноводство? Очень хорошо. Как вот в районе очень самым лидером является наше сельское поселение. У нас сельское поселение 350 домов, а всего крупнорогатый скот у нас больше 1000 голов. А только коровы у нас только 416 голов. Есть даже такие семьи, где держат только 12-13 голов коров, а всего это есть раз корова, там и есть и бык, и телки. Всего это вместе получается 35-40 голов. Вот такой трудолюбивый народ Да. в Арском районе. Не только что в Арском, почти что и в Республике Татарстан мы являемся лидером. Так, а вот Теперь накладываем на яйцо лук, смешиваем яйцо с луком. И я смотрю, вот здесь, кстати, для начинки. Что здесь делает сахар? У нас пирог-то луковый. Лук как это горький. Угу. Если туда добавляешь чуть-чуть песка, это совсем получается другой вкус. То есть мы убираем горечь лука. Да, чуть-чуть, только немного. И туда же чуть-чуть еще надо добавлять Соли. да. Рамзия, подскажите, пожалуйста, вот на селе у вас молодежь после того, как школу заканчивает, не уезжает в город? Но есть всякие уезжают, это на учебу. Ну вот они, да, Нет, после учебы возвращаются или остаются в других городах? возвращаются. У нас есть это недалеко в моем сельском поселении, деревня Алан. Вот у нас в этом году там только осталось 12 молодых людей. Молодых людей, да. В основном механизаторы, комбайнеры, трактористы. И есть среди них тоже это молодые специалисты. Так, начинка готова, и мне кажется, самое время перейти к вашему хобби. Весь Арский район знает, что вы красиво поете, и я думаю, Рамзия апа эксклюзивно для нас одну песню. Когда молодая была, пела, но теперь нет уж. Но для нашей программы Рамзия апа сделала исключение, и сейчас... Руслан, за рулем только можно петь песню. Кстати, 13 лет стажа у Рамзии апы, для тех, кто не знает. Но представьте, что мы едем за рулем. С правой стороны я, машина праворульная у нас, слева поет Рамзия апа. Ну и, конечно же, нам не обойтись без гармониста, который нам поможет. Yok qaytması yaşığımır, qaldı ol bik yarak. Zəngər duman ardında sağış bulur. Yaşlaysiyan yarda, yotqa qaldı onda. Əllə yazılış, əllə bir yalğış bulur. Yaşlaysiyan yarda, qaldı onda. Əllə yalğış, əllə bir yazmaz bulur. Рамзия апа, бик зур рахмет, бик мотор был. Ну а мы, дорогие друзья, продолжим после небольшой паузы. Оставайтесь с нами.
Дорогие телезрители, мы продолжаем готовить суган бәлеші. И эксклюзивный рецепт этого блюда сегодня нам предоставляет Ремзия Вафина. Ремзия апа, как настроение? Еще нормально? Нормально. Погода хорошая, мы находимся на природе сегодня. И очень хочется уже кушать. Начинка у нас уже готова. Вареные яйца мы через терочку пропустили, добавили туда свежий зеленый лук. А тесто у нас тем временем Чуть-чуть поднялось. Соль чуть-чуть и песка. сахар. Да, не забудь, Руслан. Сейчас мы начинаем делать пирог. Так, давайте я помогу. Давай вы смазывайте Смазываем сковородку. сковородочку растительным маслом. А сейчас я буду раскатать тесто. Ремзиапа, вот вы все говорите, мы работаем, у всех 10 голов скотины, все выращивают картошку. Я вы успеваете отдыхать, нет? Есть, Аллаха шикар. Мы вместе, все вместе работаем и все вместе отдыхаем. Мы это проводим разные мероприятия и по культурным, и по спортивным. И очень хорошо идет у нас теперь вот национальная борьба. Фестивали у нас разные и в районе. В этом году это день 70-летия был конкурс. Тоже выступали и в районе. Во всех мероприятиях постараемся, конечно, и все это учителя, все мы вместе. Это вот механизаторы, доярки даже. Все вместе мы участвуем в конкурсах. Ну, какие И места-то почти занимаете? что лидируем. То есть Арский район во всех этих конкурсах на первом месте, И Ярский район, и у нас сельское поселение в том числе. в том числе. Итак, что мы сейчас делаем? Теперь мы будем делать пирог. Это вот мы вниз. Основа нашего у нас, пирога. Ага, основа нашего пирога. Мгм. У нас тесто очень мягкое. Да, действительно, вот на ощупь прям чувствуется тесто очень мягкое. Давай, Руслан, теперь вы будете Начинку. это Бисмилля накладывать рахман рахим. начинку, а я буду это раскатать вверх. Накладываем начинку. Не торопимся. Не торопимся. Так, Быстренько. все правильно? Да, правильно. Еще мы еще туда добавляем немного сливочного масла. Тоже натурального, крестьянского. Вот когда, Руслан, кушаешь в воде, туда добавляем натуральное сливочное масло, совсем другой вкус. Другой раз вот Говорят, как во рту тает. Да, во рту тает. И блины, и губаде, и все. Мне кажется, и наш сегодня луковый пирог будет замечательный. Ремзиапа, расскажите, пожалуйста, вот что делается в Варском районе для того, чтобы молодежь оставалась здесь, приезжала в родные края? Есть очень хорошие придуманные программы «Жилье молодым специалистам». Вот по этой программе у нас уж получили 27 семей, такие хорошие, красивые дома. То есть не квартиры, а именно дома. Дома. Кто в каком деревне хочет. Вот в основном, кто где живет, там и строит. Поэтому есть такие. Еще есть, вот если после молодежь получает высшее образование и возвращается к нам в село работать, есть еще там надбавка 100 тысяч. Называется это уж подъемный. Потом каждый месяц 5 тысяч зарплата. Надбавка. То есть закончил институт в Казани, приехал в село, и 100 тысяч тебе на первое время государство. Да, вот она. А потом еще надбавка ежемесячная 5 тысяч. Вы понимаете, сейчас сколько людей приедет в Варский муниципальный район, сразу и к вам в село в том числе? Мы очень будем рады. И еще Очень будем рады. каждой новой семье, кто приедет вам в село, луковый пирог в подарок. Обещаем? Не верите, приезжайте. Ремзиапа слово держит. Так, у нас готова крышечка, и мы сейчас накрываем наш пирог. И добавляем еще сливочное масло. Натуральное, деревенское. Чуть-чуть. Вот так, Руслан. Ложечку? Нет, так. Так, давайте. Руслан, я сейчас покажу. В другой раз вы сами будете учить. Вот так только. Мелко-мелко. Ну, масло вы не жалеете. Да. Май белян там нырак была. Так. Мой бутханы бузмы. Да. Мой бутханы Маслом бузмы. никакое блюдо не испортишь. Ну и сейчас мы защипываем края нашего пирога и потом будем отправлять его в духовочку. Хотелось бы еще отдельно сказать про город Арск. Вот мы по приезду сегодня посмотрели, как город разрастается, какой он стал такой красивый, современный уже, и Ледовый дворец, и спортивный центр с бассейном. Можно и центральную площадь красивая у вас. Молодцы. Да, Арский район день за днем процветает, и село так процветает. Не только
не только что в районе. Вот это недавно же было, вот мы отвечали 70-летие Со Дня Победы? Да, со Дня Победы. Вот до этого все ветераны, например, в моем сельском поселении, их 29 штук, почти что они все получили квартиры по программе ВОВ. И еще у нас строятся очень красивые мечети. Например, у нас в Средней Карсе есть спонсоры, строили такой мечеть. Это даже нет в Татарии. И еще вот как я работаю 10 лет главой сельского поселения, нет ни одной, не осталось ни одной, где было не капитальный ремонт, то ли реконструкция. Вот везде у нас в социальных объектах так красиво, так культурно, так уютно. Поэтому вот я живу в деревне, хотя у меня и работа много, хотя у меня и дома работы много, но я в жизни не могу жить в Казани. Или в другом городе? Нет, в другом городе. Мне так это нравится. Хоть и работы много. Но я думаю, все жители Арского района поддержат вас, и все они любят здесь жить и всегда будут. Так, а у нас тем временем луковый пирог приобрел свою формочку. И вот вопрос, Рамзяпа, мы делаем отверстие, как некоторые в пирогах делают, в середине или нет? Делаем. Для чего это делается? Делаем дырку, чтобы не спухло. Чтобы пирог остался таким же красивым. Пирог. Вот последний штрих. Вилочкой мы делаем узор. И получается у нас такое солнышко. Да, И остается у нас посыпка, посыпка. которую мы делаем из чего? И здесь и мука, сахарный песок, сливочное масло. И все это мы. Да. Посыпаем. Так, достаточно еще? Нет, еще. Побольше? Чего, Руслан, жалко что ли? Нет, нам ничего не жалко. Чтобы красиво было. Потом скажут, Рамзяпай там некрасивый пирог сделал. Можно еще и это, как еще называется, яичным желтком. Смазать. Да, лизьоном можно. И так красиво получается. Там яичный желток, чуть-чуть молока и смажь, тоже так красиво получается. Итак, вот так выглядит луковый пирог до своего завершения. Готовим мы его в духовочке при температуре 200 примерно градусов. Сколько минут? Ну, 15-20 минут. 15-20 минут подождем и обязательно его попробуем. Суган бәлеші – пирог с зеленым луком. Для начинки мелко нарезанный репчатый лук смешали с натертыми яйцами, немного посолили и хорошенько перемешали. Дрожжевое тесто разделили на две неравные части, большую часть раскатали и положили на сковороду. На раскатанное тесто выложили заранее приготовленную начинку. Сверху накрыли второй частью теста, края защипали и выпекали в духовке 30-40 минут. Партнер нашей программы – Кукмарский завод металлопосуды. Представляет бренд Кукмара. Посуда линии Модерн – это литая толстостенная посуда с высококачественным антиперегарным покрытием нового поколения. Друзья, не ошибитесь при выборе. Обратите внимание, на всех изделиях Кукмарского завода металлопосуды имеется литой фирменный знак в виде логотипа Кукмара. Покупайте только оригинальную посуду. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепт сегодняшнего блюда, не переживайте, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои любимые блюда, фотографируйте их и делитесь своими кулинарными секретами. Рамзяпай, я нашим зрителям представлю вашу внучку, которая присоединилась к нам, чтобы попробовать, как готовит ее Дуаника. Как тебя зовут? Меня зовут Лиана. Давайте все вместе возьмем по кусочку, скажем «Бисмилля рахман рахим» и попробуем арский луковый пирог. Какое вкусное тесто. Рамзия, я вам скажу. Рахмет. Да, я Рахмет. всегда очень вкусно готовлю. Всегда очень вкусно готовит. Ну, конечно, внучка уже ростом с Дуанику, любимую. Она у меня и большая помощница, хотя она учится только в 4 классе, это хорошо, тоже готовит. Ну. Большое спасибо, приезжайте к нам в село, в деревню. Это мы очень рады вас встречать и угощать своими натуральными Деревенскими продуктами. продуктами. Сегодня для вас готовили Рамзия Лапина и ее любимая внучка Лиана. Ну, правда, она только пробовала. Но в любом случае она тоже любит нашу программу, любит Арский район и всем желает счастья и добра.
Это была программа «Секреты татарской кухни». Смотрите нас каждую неделю. Сау болыңыз, достар. Пока-пока. Рахмет сізге. Большое спасибо.